Доброго времени суток, дорогие друзья, зрители и слушатели видеоблога Риатаза. С вами в прямом эфире Маруф Асланов. Как и обещали во время презентации видеоблога Риатаза, мы запускаем свой первый выход в прямой эфир в формате онлайн-конференции. Тема сегодняшнего нашего с вами разговора – это Южный Иракский Курдистан, достижения и проблемы. Прежде чем представить участников, сделаю небольшое вступление. Вот уже почти 3 десятилетия Южный Курдистан в очень сложных условиях стремится построить современное и демократическое общество. За это время Курдский автономный регион Ирака добился несомненных успехов. Его статус закреплен в Конституции Ирака, и он стал важным и признанным международным сообществом актором, играющим немалую роль в политических процессах на Ближнем Востоке. Этот опыт курдского государственного строительства самый долгий по времени в новейшей истории курдского народа, и за ним с интересом и заинтересованно наблюдают в мировых и региональных столицах. С надеждой также смотрят за развитием ситуации в регионе Курдистана и курды всего мира. Строительство курдской государственности в Курдском автономном регионе Ирака проходит в очень сложных внутренних и внешних условиях. На первый план выходят такие проблемы, как проблемы между Эрбилем и Багдадом по бюджету, спорным территориям, финансированию пешмерга и нефти. Война с террористической группировкой «Исламское государство» запрещена в РФ и наплыв беженцев. Экономический кризис, связанный с пандемией коронавируса и падением цен на нефть. Внутренние противоречия между Демократической партией Курдистана, Патриотическим союзом Курдистана, Движением за перемены Горан и проблемы с Рабочей партией Курдистана. Действия Турции и Ирана на территории Иракского Курдистана. И последнее – последствия референдума о независимости в Иракском Курдистане. Предлагаю поговорить на эти вопросы, стоящие перед Курдским автономным регионом Ирака и его руководством, с нашими участниками онлайн-конференции, которых я приветствую и благодарю за участие. С нами на связи исполняющий обязанности представителя регионального правительства Курдистана в России Данар Мустафа. Политолог, всем уже знакомый и известный постоянный автор Риатаза Мурат Сарджоев и главный редактор сайта Риатаза Юрий Набиев. Первым приглашаю выступить нашего гостя из Иракского Курдистана Данара Мустафу. Пожалуйста, Данар. Спасибо, Маруф. Добрый вечер, уважаемые друзья. Прежде всего, хотел бы вас поздравить с проектом видеоконференции. Это очень хорошая идея. Успехов вам желаю. Хотел бы я про настоящее время в Курдистане вам рассказать. Поэтому я разделяю на 3 части: о экономике, о политике, конечно, и же пандемия, здравоохранение. Как всем известно, на сегодняшний день весь мир страдает от пандемии, поэтому Курдистан тоже входит в состав мира, тоже также страдает. COVID-19, как всем известно, появился в Китае. После этого во всем странам мира уже как бы распространялось. Иран считается центром распространения коронавируса на Ближнем Востоке. Как всем известно, Курдистан – это граница с Ираном. Поэтому после чего в Иране распространялся, в Курдистане также распространялся. Но власти Иракского Курдистана очень хорошо могли как бы успеть, и почти уже несколько человек, можно руками считать, остался в больницах. Но, к сожалению, по несколько поводов, причин, после этого еще раз вирус вернулся в Иракский Курдистан. На сегодняшний день очень активно распространяется этот вирус в Курдистане. Власть Курдистана, правительство Иракского Курдистана очень серьезно работает. Конечно же, мы исправляем, но помощь для Иракского Курдистана нужна, потому что на самом деле в Иракском Курдистане сколько в прошлом могли сделать или строить больницы, здравоохранение, пункты.
но это недостаточно для населения иракского Курдистана. Также по поводу политики. Политика иракского Курдистана на сегодняшний день направлена на того, чтобы обеспечить в сфере здравоохранения, обеспечить безопасность, обеспечить также продукты питания народа, который проживает в иракском Курдистане. На сегодняшний день у нас в иракском Курдистане есть, конечно, проблемы, здесь ничего скрывать. Вы очень хорошо в курсе по поводу внутренней проблемы между партиями. Я могу считать, что это даже не такая серьезная проблема. Это просто разногласия между партиями. Как бы спор, как лучше делать, чтобы правительство Курдистана исправилось с проблемами, которые на сегодняшний день есть. Другие проблемы в иракском Курдистане на сегодняшний день существуют. Это проблема между Эрбилем и Багдадом. После 2003 года, как вам и всем известно, мы добровольно, как иракский Курдистан, вернулись в Багдад для того, чтобы строить федеративные демократические общества в Ираке. В 2005 году приняли Конституцию. Больше 70% народа Ирака голосовали за Конституцию. Но, к сожалению, с 2005 года по настоящее время более 55, даже можно считать больше, статей нарушений и не выполняли. В том числе статья 17% от бюджета Ирака это курдам должны давать, иракским Курдистанам. Также проблема спорной территории, проблема нефтегазовые законы в парламенте, другие, конечно, проблемы есть. Новый кабинет правительства Курдистана очень серьезно настроен, чтобы с Ираком, именно с шиитскими властями решить эти проблемы. На сегодняшний день переговоры идут. Конечно, много чего достигли, но до сих пор решения этого вопроса нету, можно сказать. Решения на окончание решения до сих пор нету. Но переговоры идут. В ближайшее время, может быть, еще раз делегации Иракского Курдистана поедут в Багдад для того, чтобы нашли общее решение для споров между Ираком и иракским Курдистаном. Также проблемы, другие политические проблемы в Курдистане, это проблема между Рабочей партией Курдистана и Турцией. Это серьезная проблема. Здесь народ, который проживает за границей или в этих местах, где находится Рабочая партия Курдистана, страдают и каждый день бомбят. Очень много людей ранили, погибли в этой проблеме. Мы, как правительство Курдистана, наша позиция такая. Нельзя, и мы не должны допускать, хоть кто бы ни был, использовать территорию Иракского Курдистана для того, чтобы воевать с соседними странами. У нас просьба к Рабочей партии Курдистана всегда тоже такая. Пожалуйста, воюйте на территории Турции, на территории Иракского Курдистана, не воюйте, и не надо на них как бы нападать, чтобы у них не было повод на граждан Иракского Курдистана или на Курдистан напали. Вот сейчас в данный момент мы видим, войска Турции зашли в Курдистан. Они захватили очень много местоположения или стратегические места в иракском Курдистане. Конечно, переговоры идут на уровне МИД Ирака, также МИД как бы международные связи иракского Курдистана с Турцией. Но
в данный момент также решения этого вопроса нету. Мы надеемся, и надежда у нас есть, достигнуть цель и решают эту проблему тоже, чтобы больше народы не страдали. Позиция правительства Кыргызстана по поводу решения курдского вопроса в Турции, это всем известно, что мирный процесс должен возвращаться. Мирный процесс — единственный путь решения курдского вопроса в Турции. Для того, чтобы еще раз обновили этот процесс, власть правительства Кыргызстана, именно Масуд Барзани готов к этому. Несколько раз об этом говорил. Но, к сожалению, до сих пор тоже ответа, серьезный ответ нету для решения или для того, что вернулись к мирному процессу. Не с стороны Рабочей партии Кыргызстана, также не с стороны Турции. Третий пункт, который я хотел бы с вами обсуждать и рассказывать, это экономика Иракского Курдистана. Экономика Иракского Курдистана 17% зависит от бюджета центральной власти. Центральная власть должны из всего бюджета Ирака 17% выделять для Курдистана, для народа или людей, которые в Иракском Курдистане живут. Но, к сожалению, с 2014 года уже этот бюджет сокращали и не дадут. Также именно с 2014 года, как всем известно, это ИГИЛ появился на Ближнем Востоке и в Ираке. Захватили второй крупнейший город в Ираке, это Мусул. И после этого они напали на Курдистан. Мы очень большую экономику потратили или направили для того, чтобы противостоять война с ИГИЛом. Также беженцев, которые считаются около 2 миллиона, на сегодняшний день находятся в Иракском Курдистане. Поэтому и очень важная причина, глубокий кризис для Иракского Курдистана, это цена на нефть. Как раз с 2014 года цена на нефть упала, поэтому Курдистан серьезно страдает от экономики, от кризиса. По 4 причины. Как я сказал, это бюджет, который мы получили или должны получить от центральной власти, не получаем. Беженцев, около 2 миллиона беженцев. Конечно, вы все знаете прекрасно, сколько расходов нужно на 2 миллиона беженцев. Также это война с ИГИЛом. Четвертая причина – это цена на нефть упала. Из этих причин Иракский Курдистан на сегодня страдает. Еще одна причина на сегодняшний день существует – это пандемия или распространение COVID-19 в мире и также в Курдистане. К сожалению, мы не можем свои права получить в Ираке, которые в 2005 году голосовали за эту конституцию или за эту страну. Эти вопросы мы постоянно на совещаниях, постоянно на встречах с властью Ирака обсуждаем. Но, к сожалению, решение этого вопроса они не хотят. А так мы, как правительство Кыргызстана, видим и знаем, как можно решать эти вопросы. Поэтому я здесь, наверное, заканчиваю свое вступление, свой доклад. Передаю вам слово. Хочу слушать от вас, если какие-то вопросы ко мне есть. Спасибо за внимание. Спасибо, Данар Мустафа. Так, уважаемые друзья, зрители, прошу вас, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, которые я зачитаю для наших участников конференции. Ну а теперь я хотел бы передать слово Муразу Аджоеву. Пожалуйста. Да, всем добрый день.
я присоединяюсь к господину Данару Мустафа. Я поздравляю Риатаза с началом нового формата. Надеюсь, он будет успешным, интересным. И побольше зрителей и слушателей прибавится на сайте. Но учитывая, что господин Данар Мустафа все-таки является представителем курдского правительства, и он фактически здесь исполняет дипломатические функции свои, я хотел бы задать ему вопрос не касательно Ирака и Курдистана непосредственно, а его деятельности в России. То есть, насколько заинтересована, я хотел бы узнать, и как бы доброжелательно российская сторона, я имею в виду министерство, ведомство, тот же МИД и другие ведомства, насколько они заинтересованы в контактах с представителем правительства Курдистана здесь, в Москве, и есть ли у представителя, есть ли все возможности для того, чтобы осуществлять свои функции, или есть какие-то трудности, проблемы, препятствия? Вот, наверное, и зрителям будет интересно узнать это. Да, спасибо. Это интересный вопрос на самом деле. Российско-курдские отношения, как часто упоминают, что это исторические. Исходя из этого, на высоком уровне у нас отношения как бы между нашими чиновниками, очень хорошие отношения. Также на уровне компаний. Мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день российские нефтяные компании, «Газпром», «Роснефть» в Курдистане работают. Также другие компании в Курдистане работают. И правительство Курдистана, власть Иракского Курдистана прекрасно это понимает, что нам нужно обновлять, нам нужно развивать это отношение не только на высоком уровне, поэтому на нижнем уровне также нужно развивать это отношение. Поэтому Иракский Курдистан в 2013 году по просьбе или по приглашению России открыло представительство в России. Несколько лет представительство Курдистана в России работало. После 2017 года, в начале 2018 года, уже в новом формате представительство Курдистана работает. Мы, как власть Иракского Курдистана, намерены развивать отношения с Россией. Очень часто об этом говорим, чтобы придумывали, как можно развивать отношения с народом. Россия также развивает отношения не только в сфере политики, можно в сфере культуры, можно в сфере экономики. Если вы помните, в августе, в сентябре прошлого года делегация из торговли промышленной палаты Иракского Курдистана приехали в Москву и здесь встречались с торгово-промышленной палатой Москвы, также с чиновниками, с бизнесменами, с другими министерствами для того, чтобы приглашать в Курдистан. План такой был. В ответ этого приезда делегация из торгово-промышленной палаты России в главе президента, также фонд уважаемого покойного, это наш друг Бримаков, поедут туда. В марте это мы планировали. Но, к сожалению, в случае пандемии отложили в подходящее время. Но коротко сказать, что власть Иракского Курдистана намерен налаживать отношения с Россией. Я уверен, что власть России тоже хотят налаживать отношения с нами на контакте, когда нужны, когда нам надо, когда у них есть вопросы. И также мы на связи с нашими, как бы я это считаю, что учеными, которые здесь работают, особенно в институте востоковедения, потому что, правда, они пишут для курдов, они очень
серьезно настроены для того, чтобы курский вопрос научно занималась, как это было в истории при императоре, при Советском Союзе, также в Российской Федерации. Поэтому я предлагаю, если есть у вас, добавить меня для того, чтобы я, как вы сказали, дипломатично не отвечать, пожалуйста. Я как бы, меня больше интересует вот интенсивность встреч вот, на вашем уровне и на уровне Министерства ведомства. Вот как часто и с кем вы встречаетесь, что вы обсуждаете здесь, в России? То, что на высшем уровне хорошие отношения, это мы все знаем. А вот вы, представитель, как часто встречаетесь вы с представителями МИД, на каком уровне встречаетесь, или в Министерстве экономики, или в других каких-то ведомствах? Вас рады вообще видеть? Мы должны не скрывать, что представительство Курдистана в России это как бы статус, дипломатического статуса нету. Поэтому мы больше стараемся. Но официальный статус есть же, официальный? Вы аккредитованы? Нет, мы как коммерческая организация аккредитованы, да. Поэтому наша деятельность направлена более на сфере культуры, экономики, развития отношений с народами, с которыми имеем исторические отношения. И встречаемся, конечно... А дипотношения Багдада и Москвы через вас не проходят, да? Эрбиля и Москвы, дипотношения через представительство как-то не проходят? А это проходят. Без вас обходят? Нет, конечно. Поэтому я вам сказал, на высоком уровне есть. Конечно, на нашем уровне, как бы на уровне представительства тоже власть Курдистана намерен развивать отношения. Поэтому как на высоком уровне, также на нижнем уровне есть. Но мы как бы стараемся и мы хотим, чтобы серьезнее это и лучше развивали это отношения с Россией, с российским народом, обменяли и для этого нужен статус. Да, для этого нужен официальный дипломатический статус. Да. Большое спасибо, да. Так, а теперь мы могли бы перейти к теме, которую мы продолжаем обсуждать. Мурас Ачоев, вам слово. Да, тема на самом деле очень серьезная, очень большая. Вот в речи господина Дана Мустафы прозвучало, что последствия как бы референдума оказались достаточно тяжелыми, я бы не сказал трагическими, но я бы их последствиями референдума никак бы не назвал, на самом деле. Это не последствия референдума, это последствия такой обычной традиционной курдофобской политики, национал-шовинистической политики. Извините, пожалуйста, Багдада. Я вас перебиваю. Я не сказал это последствия референдума. Я сказал последствия войны с ИГИЛом в 2014 году, как бюджет сократили, как беженцев, также цена на нефть упала. Это Курдистан. Нет, я не об этом. Я о том, что как бы вот последствиями референдума стали что? Как бы вот незаконная оккупация спорных территорий. Правильно? Правильно. Якобы из-за референдума оккупировали незаконно, антиконституционно, используя армию, используя шиитские ополчения, используя советников иранского режима, значит, оккупировали Курдистан. Но это не последствия референдума. Референдум они использовали просто как повод, но то, как они это осуществили, это абсолютно незаконно, абсолютно антиконституционно. Поэтому это не последствия. Это последствия, опять же, я говорю, это
такой как бы радикальной курдофобии и шовинистической националистической политики, которую избрал Багдад даже после 2003 года, после свержения Саддама Хусейна и принятия новой конституции. Но что касается внутренних проблем, я думаю, вы абсолютно правы. Вот эти проблемы, значит, между партиями, они не столь как бы критичны для стабильности региона Курдистан. Более серьезной проблемой являются отношения между Эрбилем и Багдадом. Это принципиальные вопросы. И надо отметить, что на протяжении 15 лет уже эти проблемы стоят. И эти проблемы не решаются не по вине Эрбиля, а по вине Багдада. А после 2014 года стало абсолютно очевидным, что они просто-напросто не собираются выполнять эту конституцию в части исполнения прав и интересов региона Курдистан. Поэтому лично мое мнение, чтобы все проблемы, перед которыми как бы вот сейчас стоят власти Курдистана, были и народ Курдистана, самое главное, были решены, надо все-таки вспомнить итоги сентябрьского референдума. Надо вспомнить эти итоги и сделать то, что не требует ни финансовых вложений, ни каких-то усилий военных. Надо просто вопрос поставить ребром. И парламент Курдистана должен постановить, вернее, в постановлении своем признать итоги референдума, сентябрьского референдума, и уполномочить правительство выполнить волю народа Южного Курдистана. Вот хотя бы этим решением можно поставить на место всех, и Багдад, и Турцию, и Иран, принять такое постановление, которое дает мандат правительству исполнить волю народа. И с этим идти на переговоры в Багдад. А не так, знаете, одна делегация приехала 10 комитетов якобы созданы. Потом вторая делегация, опять 10 комитетов. Это продолжается с 2005 года. Сколько можно это терпеть? С 2014 вообще никаких поступлений из бюджета нет. Ну, вопрос с территориями. Ну все, постановлением парламента Курдистана надо заявить. Статья 140 выполнена. Нет, конечно. Постановление нужно парламента Курдистана, не парламента Ирака. Это же не с танками идти в Багдад, а идти с постановлением парламента. А для чего референдум проводили? Ведь именно для этого и проводили, правильно? Чтобы показать Багдаду, какова воля народа. Вот воля народа была уже выражена ясно, убедительно. Все. Кстати, референдум проводил не просто как бы президент, да? Референдум проводили по инициативе президента с одобрения парламента и правительства. Правильно? Так это парламент пусть теперь и подтверждает эти итоги. И дает полномочия правительству и президенту выполнить волю народа. И тогда все заткнутся. И внутренние провокаторы, и внешние враги, все заткнутся. Я так думаю, не знаю, какое у вас мнение, у меня такое мнение. Уважаемый Мурас Аджоев, а как вы оцениваете военные операции Турции и обстрелы Ирана на территории региона Курдистана? Ну, господи, мы, наверное, уже столько писали и говорили об этом. Понятно, что Турция, конечно, во главе с Эрдоганом
занимается продвижением своей неосманской политики. То есть он действительно возомнил для себя нового султана и хочет распространить значит, влияние Турции на всю территорию бывшей Османской империи, включая и Север Африки. И он продолжает использовать, конечно, фактор так называемой рабочей партии Курдистана. Очень активно это использует. Вот до какого как бы уровня, значит, вмешательства или агрессии дойдет Эрдоган, я не знаю, но вероятнее всего он споткнется, и споткнется очень скоро, и не только на Ближнем Востоке, но и в Восточном Средиземноморье. Играть на несколько фронтов, ну, я не знаю, как бы это никакая Турция не выдержит ни с какой ее армией. Возможно, это тоже, знаете, вот метод такой, он же все-таки торгаш, по сути, Эрдоган, да? Он вот на нескольких фронтах и в итоге думает, что ну, можно будет один фронт сдать, на другом что-то как бы вот взамен получить. Нигде он ничего не получит. В том числе и в Курдистане у него ничего не получится. Мне кажется, он это сам прекрасно понимает. Что касается Ирана, тут как бы они, конечно, действуют скоординированно. Иран и Турция против курдов. И немалую роль в их вот этой координации имеет идеологические факторы, связанные с тем, что они, ну, как бы имеют какие-то общие цели с братьями-мусульманами, да, и вот шиитский Иран. Они как бы совпадают, у них некоторые политические как бы аспекты их деятельности. Но это временно, хотя, конечно, мое личное мнение, что и Турция, и Иран хотели бы побыстрее убрать и Россию, и США, и Сирию из Ирака. И между собой, ну, как-то договориться, хотя бы на первом плане будет Турция, как бы первым номером играть, а вторым приспосабливаться к Турции будет уже Иран, для того, чтобы получить какие-то дивиденды. Большое Вот спасибо. Юрий Шамилевич, пожалуйста, хотим послушать вас. Ну, я хотел бы поприветствовать наших зрителей и поблагодарить вот коллег, которые принимают сегодня участие вот в нашей онлайн-конференции. Тема действительно интересная, актуальная, и я постараюсь очень тезисно, коротко свое мнение высказать о тех вот вопросах, о тех проблемах, которые заявлены у нас в анонсе. Прежде всего я хочу отметить, подчеркнуть вот то значение, которое имеет сегодня Южный Курдистан для всего курдского мира, для всего курдского народа. Потому что, как мы вот и в анонсе заявили, уже 3 десятилетия идет вот это строительство современного демократического общества. Почему это важно? Потому что многие наши так недоброжелатели, а их у курдского народа очень много, они пропаганду и так представляют, что курды это какой-то дикий горный народ, который еще там у них клановая феодальная система, они еще не готовы для вот государственности, и тем самым принижать, так сказать, вот сам имидж курдского народа. А вот эти 3 десятилетия строительства в таких очень сложных условиях, они показывают и доказывают, что курды готовы создать такое современное демократическое светское государство. И поэтому это вот очень важный момент, который нельзя недооценивать. И в том числе вот этот дитя, вот этот очаг, так сказать, курдской государственности, о которой многие мечтают, да, столетиями, и за которые так много крови пролито, вот этот очаг надо, как зеницу ока, хранить всем курдам. И вот это понимание вот этого значения Южного Курдистана сегодня, что там происходит, ну, конечно, нам, курдам,
хотя там мы понимаем, сколько там проблем, и внутренних, и внешних. И вот одна из проблем, о которой вот и коллеги тоже это указали, и Данар Мустафа, и Нураз Аджоев, это вот внутренние проблемы межпартийные, да. Но я вот, когда говорю там со своими оппонентами, да, в разных кругах, я им подчеркиваю, что в любом государстве, в любом, значит, нормальном государстве это нормально, это демократический процесс, когда есть несколько партий. Мы видим в некоторых парламентах даже до драки доходит и так далее, но это считается нормальным. А когда дело доходит до курдов, когда у курдов разные партии с разными идеологиями, с разными позициями, это считается как бы минус для курдов. Хотя это нормальный демократический процесс. И я просто уверен и надеюсь, что вот эти разногласия, противоречия между партиями, они наоборот стимулируют сделать лучше. Не хотелось бы, конечно, чтобы вот эти разногласия, которыми очень пользуются внешние игроки, но недоброжелатели Курдистана, чтобы они могли бы ну, не перерасти в что-то такое плохое. И мы видим, что за 30 лет существования вот этого региона, как самостоятельного образования, всегда, несмотря на очень острые противоречия, всегда в конечном итоге находили какие-то компромиссы и приходили к общему знаменателю. Но тут мне, как курду, всегда становится немножко, ну, когда со стороны смотришь, вот это видно лучше, да, там вот эти межпартийные, к сожалению, многие вот в партийной элите в Курдистане, они продолжают мыслить, ну, через призму партийных интересов. Хотя в Курдистане, вот мы говорим, это государственное образование, довольно уже продвинутое, уже 30 лет прошло. Вот это понимание общегосударственных там целей, да, оно должно превалировать над межпартийными. Но, к сожалению, в Курдистане пока не так. Ну, для примера приведу, да, вот это уже общеизвестное, что до сих пор не создана единая курдская армия Пешмерга. Да, есть министерство Пешмерга и отряды Пешмерга, но, тем не менее, параллельно существуют отряды вооруженные у партий. И это, ну, мне кажется, это уже пора, как говорится, вот этот момент преодолеть, и ну, продолжение этого, оно наносит вред. И поэтому есть вот такое предложение, чтобы парламент Курдистана, это вот коллеги Данар Мустафе, может быть, он передаст там, чтобы парламент Курдистана элементарно принял бы закон о, значит, единой курдской армии, а те вооруженные отряды, которые подчиняются там непонятно кому, там, отдельным партиям и так далее, они, ну, их нелегитимность просто объявить со всеми вытекающими последствиями. Это очень, я думаю, легко сделать, и думаю, все согласятся. Тем более есть программа из 37 пунктов, которая там объединенная, значит, вот армия Пешмерга Курдистана должна быть создана, которую международная коалиция поддерживает. То есть надо сделать вот так, принять закон о том, объявить вот все остальные вооруженные отряды, как бы они не подчинялись, это нелегитимные, просто незаконные. Вот это. Потом еще один пример, это вопросы бюджета. Тут тоже есть, есть государственный бюджет общий, который там распределяет там правительство, а есть и партийные бюджеты. Вот в частности, у ПСК, допустим, да, сейчас, может быть, из-за этого тоже они так себя ведут, как бы сепаратно, да, себя ведут, потому что у них свой бюджет, связанный, вот, в частности, с торговыми отношениями с Ираном. Мы понимаем, Иран сегодня под санкциями, он не может выйти напрямую на международную арену, и вот этим пользуются там партийные чиновники некоторые в Сулеймании, и вот там дело идет о очень-очень больших деньгах. Вот этот момент тоже надо как-то решать в Курдистане, чтобы бюджет был один, государственный, и он распределялся бы, значит, через вот одни руки, как говорится. Ну вот
это вот то, что касается межпартийных отношений. Я считаю, что это нормально. Вот это это один из признаков демократии в Курдистане, кто бы что бы ни говорил. Теперь вот проблема с РПК. Мне кажется, что тут очень важный момент есть. Это то, что РПК фактически не признает суверенитет Южного Курдистана. Вот мы часто, очень многие, все партии и все организации курдские говорят, что вот от имени курдского народа там, и так далее и тому подобное. Но позвольте, курдский народ в Южном Курдистане, он на демократических выборах избирает парламент, президента, формирует правительство коалиционное. И извольте этому, это кому-то может понравиться, кому-то не понравится, но это так. Но парадокс получается, допустим, Багдад, там сквозь зубы, там Турция, там Иран, там международное сообщество, оно фактически признает как актера, да, как актора Южный Курдистан, как легитимный такой регион, а значит РПК не признает. Фактически, да, потому что там, вот, находясь на территории Южного Курдистана, они абсолютно не подчиняются, значит, воле курдского народа, я могу это прямо сказать, потому что, значит, тут элементарно, они должны просто признавать суверенитет, законные, значит, требования курдского народа, которые выражаются через парламент, президента и вот эти государственные структуры. Они этого, к сожалению, не делают, но тут я не могу не сказать, может быть, это немножко так остро будет звучать, но у меня иногда складывается, и не только у меня, впечатление, что, значит, вот особенно вот последние события с военными акциями Турции, Ирана на территории иракского Южного Курдистана, у меня такое ощущение, и не только на территории Южного Курдистана, вот просто напомню, да, там несколько лет назад в Северном Курдистане, в Турецком Курдистане, те города курдские, да, там Нусейбин, Ширнак и другие, где за курдов, за курдские партии голосовало больше 90% жителей. И тут вот такая пресловутая траншейная война, турецкая армия там бульдозерами, танками прошлась, там эти города до сих пор в руинах, сотни тысяч беженцев образовалось. То есть вот Курдистан северный фактически идет к опустошению. То же самое в Сирии, смотрите, да, Африн, там вот Сарикани, вот эти регионы, которые, значит, оккупированы фактически турецкой армией, включая тоже сотни тысяч беженцев и так далее. И сейчас вот Южный Курдистан, там вот приграничные территории, Шангал и так далее. Такое ощущение, как будто создается, как будто турецкие власти нынешние и РПК в одну игру играют. То есть вот, делают это как бы две стороны одной медали. Но это вот то, что касается, значит, отношений с РПК. И потом тут надо понимать, что вот многие, так ставят вопрос, а вот Турция, турецкие войска входят в Ирак, а там правительство и пешмерга ничего не делают. Тут надо реалистами быть. Вот. Надо сказать честно, да, что пешмерга сегодня, они не готовы, чтобы там противостоять Турции, Ирану и даже Багдаду. Это реальность, и мы видели на практических примерах. И обвинять вот власти Курдистана, что они там не объявляют войну там Турции, там Ирану из-за того, что вот они под предлогом нахождения там РПК входят на территорию, это просто для тех, которые не понимают вот эти реальности. Несколько слов о референдуме, буквально там 2 слова. Референдум это, безусловно, это такая, знаете, историческая, я не боюсь это слово, это золотыми буквами в историю курдов и курдского народа войдет. И тут
два момента я хочу отметить по референдуму. Это, ну, вот всегда, ну, внешние силы, они всегда спрашивали, да, а курды что хотят? Это вот ДПК хочет, или Барзани, или Талабани, или там кто-то хочет, да, что-то. А тут впервые в истории нашего народа это не Барзани сказал, не там какой-то лидер курдский, а народ высказал свое мнение. Там кому-то нравится, кто-то признает или не признает, это другое дело. Но народ высказал, и весь мир увидел, что курды что хотят? Они хотят жить в своем государстве независимо. И второй немаловажный момент, который вот как-то в тени остается, на него всегда ссылаются, это то, что этот референдум, он очертил границы Курдистана, Южного Курдистана. Потому что этот референдум прошел и на территории Киркука, и Шангала, и других спорных территорий. И народы, население вот этих территорий, они тоже однозначно, даже больше там процент был голосов в пользу независимости, чем вот нынешняя территория Курдистана. То есть вот это, мне кажется, очень важно, это будет иметь последствия. Я абсолютно присоединяюсь к своему коллеге Муразу, что это надо не замалчивать. Вот сейчас я вижу правительство Курдистана, там власти, лидеры курдские, они вот этот референдум как бы, ну, я понимаю, они не забывают об этом, ну, как-то у них не выпячивают его. Но на самом деле действительно пришел такой момент, когда надо вот сделать шаги, и вот с такими сильными козырями вести переговоры и с Багдадом, и там с другими, значит, и странами, и международными организациями. То есть вот это надо это делать. И в конце я несколько слов по международным, да, вот международное отношение к курдам и вот в частности к курдскому региону. Но у меня такое впечатление складывается, что вот в частности позиция США в отношении Южного Курдистана, они, естественно, хотят, чтобы сильный Курдистан был. Но сильный Курдистан вне Ирака они пока не хотят, потому что сильный Курдистан в составе Ирака – это их рычаг, как бы давления и влияние на Багдад. Но я думаю, что процессы на Ближнем Востоке протекают так, что рано или поздно вот эти международные игроки крупные, они придут к выводу, что и Ирак, и Сирия, они это уже не состоявшиеся государства, их это разбитые, так сказать, чаши, их склеить просто невозможно, а вот эти попытки все же навязать вот, насильно, там, чтобы курды оставались в составе Ирака, это ну, просто увеличивает там трагедию, увеличивает там значит, проблемы и так далее. Лучше уж, как говорится, разойтись по-мирному. И всегда вот я при разговорах, при встречах с и российскими чиновниками там разного уровня, я всегда говорю, вот те усилия, которые мир там затрачивает на то, чтобы там сохранить единство, суверенитет Ирака и Сирии, надо было бы потратить на то, чтобы созвать международную конференцию и как бы те исторические сообщества, которые там сложились на Ближнем Востоке, их просто мирно развести. Ну, под эгидой, под, значит, контролем международных, значит, крупных международных держав. Это, мне кажется, будет легче, чем попытки вот это хочешь, не хочешь, вот там, чтобы вместе жили, чтобы там Сирия оставалась единой, Ирак оставался единым. И в конце я хочу еще раз подчеркнуть, что вот этот опыт Южного Курдистана, который вот в таких очень тяжелых условиях он развивается, он и для всего курдского народа, и для международного сообщества это очень такой важный сигнал, важный символ. И мы все курды, где бы кто бы ни жил, несмотря на там вот внутренние проблемы, там внешние
мы должны вот этот очаг курдской государственности мы должны всеми силами сохранить. Если это мы не сможем сохранить, да, если вот этот потерпит как бы этот не эксперимент, а этот опыт потерпит поражение, тогда я не знаю, наверное, вот мечта курдов по созданию своего национального очага, она очень-очень далеко назад уйдет. Спасибо за внимание, и я думаю, мы немного продолжим наш разговор. Если есть вопросы, с удовольствием ответим на них. Спасибо, Юрий Шамилевич. С вашего позволения хочу зачитать вопросы. В частности, постоянно автор Риат Таза, наша дорогая Аза Автали, спрашивает: если все обращения к РПК уйти за пределы Курдистана будут напрочь проигнорированы, что, собственно, и происходит, и это не сулит Курдистану ничего хорошего, есть ли осознание трагической перспективы для Курдистана? Или есть некий план, стратегия? Если принимает того, что власть проигрывает РПК, информационную войну, и, судя по всему, сдаются многие плацдармы. Кому правильно адресовать данный вопрос, кто желает ответить? Я думаю, это надо к представителю Курдистана. Это же вопрос к власти. Да, поэтому... Просто я плохо услышал, у меня связь плохая была, порвалась. Поэтому можно, пожалуйста, еще раз этот вопрос? Просто я очень плохо понял вопрос. Очень там связь плохая была. Да, я перефразирую своими словами коротко. Да. Если некий стратегия по решению проблемы с РПК в регионе Курдистана. Вот. Или по-другому, как долго будете терпеть эту вражескую силу на курдской земле? Да, вы знаете, лидер курдского народа Масуд Барзани обещал, что никогда больше не будет гражданской войны или война между братьями. Братоубийственная война. То, что те, кто среди них говорит на курдском языке, и, конечно, есть люди, которые до сих пор тоже признают Иракский Курдистан и тоже думают правильно, как власть Иракского Курдистана думают, мы их считаем братьями. Поэтому мы максимально стараемся, чтобы этого не было. Но мы очень просим, пожалуйста, да, не подставляйте нас, да, перед вот этими фактами. На сегодняшний день Турция зашла в Курдистан, убивает, бомбит деревня, то, что угодно, там, я не знаю, на этих границах делает. Кто повод дал? Конечно, вы повод дали. Мы сначала сказали, не дайте повод. Вы повод дали. Хорошо, тогда повод дали, идите, пожалуйста, оттуда, не подставляйте нас. На сегодняшний день Иракский Курдистан на международном арене, на дипломатическом арене играет очень важную роль. Но когда вопрос идет о рабочей партии Курдистана и использовании территории Курдистана с стороны рабочей партии Курдистана, мы без ответа, понимаете? Мы не знаем, как ответить. Они говорят, вот рабочая партия Курдистана на нашей территории находится, или с вашей территории нападают на Турцию, на член НАТО, на, не знаю, на соседние страны. Как вы будете с ними себя вести? Мы без ответа остаемся. Единственный выход для этого вопроса, для решения этого вопроса осознавать наконец-то и уйти оттуда. И все. Я думаю, что это единственный выход, дорогой Донар, единственный выход – это силовой вариант решения. Значит, как Масуд Барзани говорил о том, что недопустимо и неприемлемо, значит, война между курдами и курдская кровь не должна проливаться. Он имел в виду гражданскую войну, а не предательство. Это совершенно разные вещи. Здесь предательство, понимаете, это враг. Неважно, кто там внутри как бы взял автомат Калашникова. Руководят враги. Враги. И с врагом надо говорить только на языке силы, больше никак.
Ну, сколько вы Вы их знаете, просите? Сколько? 15, 20, 30 лет? Сколько вы их просите? честное слово, это вам сейчас здесь расскажу, что иракский Курдистан из-за нахождения рабочей партии Курдистана в Курдистане очень сильно страдает. Мы Экономически, знаем, политически, да. также социальные. У нас около 500 деревень людей, как называется, ну, которые с сельским хозяйством работают, эти люди. Они ушли оттуда, понимаете? Они никак не могут вернуться в свою деревню, работать, развивать сельское хозяйство. Это все, это как бы очень плохо влияет на Курдистан. Есть один выход – ликвидация врага. Ликвидация. Да, это первый. Вот видите, а сегодня не только Турция или Вам Турция войска. спасибо не скажет. Вам Турция за это спасибо не скажет, но вы во всяком случае решите свои проблемы. Да, вы знаете, сегодня они не только поводом дали турецкому войску, чтобы они зашли в Иракский Курдистан. Они еще дали Иракам, повод дали Ирак тоже, иракская армия захватила, или я не знаю, они тоже вот так раз тоже типа защищают территорию Ирака, якобы. Вот, они им тоже повод дали. Поэтому мы на сегодняшний день политика у нас такая. Просить, пожалуйста, затронуть еще и внешние факторы, да? Значит, да. Пусть все забудут о том, что Соединенные Штаты уходят из Ближнего Востока. Они никуда не собираются уходить. Россия тоже пришла в Сирию не для того, чтобы Асада защищать. Все это прекрасно понимают. Россия пришла, чтобы восстановить как бы свое присутствие на Ближнем Востоке и Восточном Средиземноморье. И Россия, и США прекрасно понимают, что не будет никакой Сирии в прежних границах и того же Ирака в прежних границах. Но они об этом объявят только тогда, когда они договорятся между собой. Между собой Вашингтон и Москва. И рано или поздно, вот логика всех событий идет как бы к тому, что они рано или поздно должны договориться. Потому что ни Турция, ни Иран не являются ни союзниками США, ни союзниками России. Тем более Иран. Да? И султан Эрдоган тоже как бы он открыто говорит, вон отсюда, это моя зона ответственности и моих прав. Он говорит это и Вашингтону, и Москве. Так что, да, вот, так что... А что касается вот того, что вот и Ирак уже вводит свои войска, да? Иран, Турция, Курдистан. Из всех сторон, да, из всех сторон. Поэтому мы с Юрой и говорим, слушайте, задействуйте парламент. Суверенитет у вас сидит в парламенте. Они избранные народом избирать эти представители. Примите все-таки, да, такое постановление, что вы, во-первых, значит, узаконили итоги референдума, во-вторых, даете мандат правительству и президенту выполнить волю народа Южного Курдистана, в-третьих, значит, второй закон, значит, объявляете незаконными все формирования, которые не входят в состав Пешмерга. Ну, что-то надо делать, понимаете? Тогда все будут говорить с Курдистаном как с фактически уже государством, еще без объявления декларации о независимости. Ну, надо что-то делать. Да, они если неудобнее... вы не можете справиться, они нас поставляют никто не будет с вами разговаривать. С РПК надо избавиться. Это враг. Слушайте, это не курды. Уважаемый Мурас Аджоев, позвольте обратить внимание. Вот вы утверждаете, что проблему с РПК возможно решить только военным методом. Возникает вопрос, а как эту проблему решить, если определенная часть курдского общества, в том числе с оружием в руках, поддерживает эту партию? Как избежать... Кто с оружием в руках в самом обществе, в курдском? Да.
Так, Мурас Аджоев временно пропал, поэтому, Юрий Шамильевич, давайте вы прокомментируете. Как вы смотрите? Ну, я считаю, что тут просто надо набраться терпением. Дело в том, что и внутри самой РПК идут определенные процессы. И я надеюсь, вот по примеру Сирии, допустим, да, вот тот же командующий Абди, Мазлум Абди, он такое смелое решение принял для того, чтобы объединить вот патриотические, национально ориентированные силы в Сирии, несмотря на то, что, как мы знаем, значит, там, ну, будем реалистами, будем правду говорить, что там это РПК. Вот на сегодняшний день правит РПК. Но тем не менее, вот среди вот этих представителей РПК появились силы, которые поддерживают Мазлума Абди, который пошел на вот этот шаг по объединению национально ориентированных сил. Ну, тут, конечно, очень важна и сама ситуация, которая складывается, когда тут вот что надо отметить, когда внешним силам, да, внешним большим странам выгодно, допустим, использовать, ну так назовем, курдскую карту, они делают все, чтобы объединить курдов. И вот по Южному Курдистану тоже можно вспомнить, когда, там, мы знаем, и гражданская война была, и все, но в 1998 году тогдашний госсекретарь Маргарет Олбрайт, она значит, пригласила Джалала Талабани и Масуда Барзани, они объединились, и вот это их примирение дало вот эти плоды, что сегодня мы имеем в Южном Курдистане. И то же самое сейчас происходит, значит, в Сирии. Я думаю, что в самом РПК идут процессы, и я уверен, что в том числе и правительство Курдистана, чиновники Курдистана, они имеют отношения, связи с представителями РПК, и я надеюсь, что среди вот этого, значит, вот этой партии, вот этой организации тоже найдутся вот такие, как Мазлум Абди, их много, которые ну, тоже пойдут на, значит, на ну, такие нормальные шаги, чтобы не подставлять Южный Курдистан, чтобы, как я говорил, хранить вот этот очаг вот, курдской государственности. И, значит, таким образом, я, честно сказать, я против вот таких военных методов решения этого вопроса. Процесс он эволюционирует, и так это мое личное наблюдение, в самой этой организации тоже идут процессы. Сам факт, что из этой организации это не афишируется, что очень многие просто бегут, там уже тысячами молодых ребят, девушек, там, они просто уходят из этой организации, и я думаю, что просто надо набраться терпения вот в этом вопросе. То, что и демонстрирует Масуд. Я знаю, что на него тоже идет давление, там, курдские там, радикалы тоже требуют там, замедлительных таких решительных мер, не только в отношении РПК, но и в отношении вот, некоторых представителей ПСК, но он всегда вот это сдерживает. Вот этот пыл, как говорится, сдерживает. Ну, как говорится, поживем, увидим, как будут развиваться события. Я тут еще хочу, знаете, вот отметить, что ну, мы про Эрдогана много тоже вот отмечали, но у него тоже не такое простое внутреннее положение. И вот он этими это Айя София мечеть превратит и так далее. Вполне вероятно, что там могут быть и досрочные выборы. И еще непонятно, кто там или переворот. Да, или переворот. И тут вот как раз, ну, вот в Турции, к сожалению, это тоже надо отметить, вот курдская вот эта политическая жизнь, политическая, значит, это она как бы захвачена вот представителями вот этой идеологической школы в основном.
захвачена вот представителями идеологической школы Оджалана, и это не способствует решению курдского вопроса в Турции. И тут, к сожалению, там вот именно национальные силы, патриотические, которые там руководствуются в хорошем смысле курдским национализмом, они очень слабые, это тоже реальность. Но посмотрим там, я с Муразом в одном согласен, что на Ближнем Востоке такие проходят вот, процессы, что без решения курдского вопроса в какой-то форме, да, ну, там спокойствия не будет. И тут еще надо подчеркнуть, знаете, что вот в этом году, в августе, столетие Севского договора исполняется. Мы, наверное, этой теме тоже отдельную передачу посвятим. И вот когда читаешь, да, вот когда смотришь 100 лет назад, что происходило, да, и переносишь вот как-то вот эти процессы на нынешнюю, там почти то же самое происходит. Но тогда вот разделили, значит, Османскую империю, там, ну, потом, правда, Лозаннский договор был, но в целом вот Османская империя, она перестала существовать, и вот образовались, вот, к сожалению, эти искусственные государства. И вообще бывает всегда так, и в Европе такая вещь была, там и Версальский мир, и Ялтинская, Потсдамская, да, когда великие державы, ну так грубо говоря, делили, да, между собой. Сегодня тоже, я с Муразом согласен, такой момент настал, вот у американцев, у США, у России очень много, да, проблем сейчас там, куда ни кинь, везде проблемы. Но мне кажется, вот в этом вопросе вот переформатирования Ближнего Востока с учетом там курдского фактора, да, решения курдского фактора, противоречий нету. И на этой основе хотя бы, ну, они могут сблизиться вот, по этому вопросу. По другим, может быть, у них там еще будут продолжаться проблемы, но вот в этом, это для, ну, мне кажется, жизненно необходимо и для России, и для США, и тем более для курдов. То есть вы считаете, что ситуация созрела для такой глобальной встречи? Я думаю, что ситуация созрела, давно созрела, уже. чтобы провести международную конференцию по вот переформатированию, там, знаете, чтобы привести в соответствие границы Ближнего Востока с исторически сложившимися вот этническими и национальными группами. Это не только курдов касается, это и суннитов. Вот Сирия и Ирак возьмите, да, и там это одни и те же, это один и тот же народ, да, сунниты, там племена Шамар, там и так далее. Но половина они в Ираке, половина, значит, в Сирии там алавиты правят, в Ираке там в одно время сунниты правили, да, меньшинство правило большинство. А такая конструкция, она предусматривает, ну, тоталитарную, там, держать вот так диктаторские методы. Иначе эти государства распались бы. Ну, не лучше ли вот привести в соответствие? Вот пусть эти народы самоопределятся. Вот курды самоопределятся, сунниты, там, друзы там, и так далее. И под контролем международных, значит, крупных держав. И я больше чем уверен, это там вот прекратятся всякие вот эти войны, вот эта террористическая угроза, которая оттуда идет, да, с Ближнего Востока. Будет мир, процветание, там люди будут, арабы, турки, курды дружить, ездить, там экономику развивать и так далее. Вот это, мне кажется, созрело. Вот такая постановка вопроса. Я хотел бы добавить по поводу РПК. Я когда говорю, употребляю слово ликвидация, я, конечно, имею в виду определенную группу людей, которых действительно надо ликвидировать. И это могут сделать спецподразделения антитеррористические Пешмерга. Они хорошо обучены, хорошо знают свое дело. Всех этих командиров, комиссаров РПК, включая их высшее руководство, можно ликвидировать. Хорошо, спасибо. Я в этом убежден. Спасибо, Юрий Шамилевич, Мураз Аджоев. Пользователь в Фейсбуке спрашивает, а можно узнать, какая ситуация в Шангале? Ситуация, конечно, тема очень важная и болезненная, и
и я бы все же предложил обсудить эту тему отдельно, да, посвятить как-нибудь в другой раз. Да, Ну, Маруф. да, я думаю, что Я и мог бы- представитель правительства должен Да, хорошо я могу. подготовиться к этой теме. Да, сейчас тоже можно. Скажу, да, я В двух скажу, словах. Пожалуйста. Анар, мы, в принципе, планируем отдельную тему посвятить вот этому вопросу, но, конечно, если ты там скажешь, это будет интересно. Но отдельную тему мы планируем, вот именно по Шангалу, по езидской теме и так далее, мы планируем, она действительно актуальная тема, и просто мы не можем за одну передачу все темы охватить. Да, правильно. Да, ситуация, и причины, и проблемы. Да, да. Сейчас рассказать, да, вам? Да, да, Коротко, да. Коротко, да? Да, Коротко рассказать, что что после референдума 16 октября случилось в спорных территориях, можно сказать, что уже на 100%. Если раньше на 50% изменилось во время того, что ИГИЛ напал на Курдистан и захватили Шенгал, после этого Пешмерга освободил Шенгал, но совместно, когда Пешмерга начал освободить Шенгал, Рабочая партия Курдистана тоже в этот день решили совместно с Пешмергом с другой стороны напасть на Шенгал. Мы несколько раз отменили эту операцию по поводу освобождения Шенгала, но они тоже отменили. Когда мы начали, они тоже вовремя начали, поэтому они, Рабочая партия Курдистана, имею в виду, могли, как в Кандиле и в других частях Курдистана, захватить несколько мест, стратегические места. В Шенгале тоже сами они сделали. Начали по своей идеологии, по своей линии управлять этих территорий, этих мест, где они типа освободили или захватили, можно сказать на самом деле. Но мы все время с ними в контакте, чтобы они ушли оттуда тоже. Они передали нашу власти, передали правительство Курдистана, власть Курдистана, но они это не сделали. Но когда 16 октября произошло в спорных территориях, Хашди Шаби и иракская армия, как бы они тоже зашли в Шенгал, но мы, конечно, правительство Курдистана, Пешмерга, ушли оттуда, все понимаем, что надо что-нибудь сделать с нашими спорными территориями. Но это отдельная тоже тема. Причин здесь очень много по поводу 16 октября. Но Рабочая партия Курдистана там остались. До сих пор они там. Значит, на сегодняшний день Шенгал находится в власть Хашди Шаби и половине, где Рабочая партия Курдистана, где тоже стратегические места в руках Рабочей партии Курдистана. Мы, как правительство Курдистана, на сегодняшний день в Шенгале не находимся. Спасибо, Данар. Да, пожалуйста, коротко. Можно, да, конечно, отдельно об этом говорить, Да, отдельно означать проблемы, да. Но на сегодняшний день правительство Курдистана на Шенгале не находится. Спасибо. Вопрос у нас от Гасана Амирова, опять-таки, вопрос о Пешмерга. Когда у нас в Курдистане будет, в Южном Курдистане будет единая курдская армия? Тоже, наверное, к тебе, да? Что еще раз, пожалуйста? Когда в Южном Когда единая армия? Да, будет создана единая армия. Вот это вопрос очень важен и стратегический, и исторический тоже перед правительством Курдистана. Когда первый кабинет правительства Курдистана сформировалось в 1992 году, эта цель поставлена. Потому что мы все знаем, курдский народ здесь страшно нету, но поскольку мы в войне были, у нас оружие в руках было, поэтому Пешмерга принадлежали Рабочей партии, Демократической партии Курдистана, также в ПСК и другими партиями. Но, к сожалению, мы до сих пор не могли эту цель достигнуть. Конечно, в предыдущий кабинет правительства Курдистана где-то половина Пешмерга
курдские силы, пешмерга правительства Курдистана могли объединить при министерстве пешмерга. Но когда произошло 16 октября, еще раз эта проблема как бы ярко стала, но в 9-м кабинете правительства Курдистана, значит, на сегодняшний день в главе Масрура Барзани, эта цель поставлена, и очень серьезно мы над этим работаем. И несколько раз совещание было по этому вопросу. Я думаю, что в течение нескольких месяцев, 6 месяцев, 8 месяцев, даже, может быть, год займет, но единая курдская армия, конечно, будет, и все пешмерга будет составлено в министерство пешмерга. На сегодняшний день сделали главные, общая бухгалтерия. Раньше этого не было, чтобы общая бухгалтерия была, каждый принадлежала ПСКам и ДПКам. На сегодняшний день они отвечают Министерство финансов и также... Я правильно понимаю, все это связано с законом о реформах, да, который с недавних пор, 9... Да, на самом деле, да, когда программу кабинета правительства Курдистана в парламенте прочитал уважаемый премьер-министр правительства Курдистана Масрур Барзани, именно это звучало, что правительство Курдистана намерен серьезно решать вопрос по поводу единой армии и объединять силы пешмерга при министерстве пешмерга в Курдистане. Донар, и еще, пожалуйста, возможно, ты не расслышал закон о реформах, который недавно принят и реализуется правительством Курдистана. Несколько слов об этом законе. Да, это закон, как бы предыдущий кабинет правительства Курдистана подготовили, но, к сожалению, по несколько причин, политических причин из политической партии Иракского Курдистана в то время не могли принять. Вернули этот закон в парламент, но в этом году при 9-м кабинете правительства Курдистана в главе Масрура Барзани еще раз начали как бы переписать или оформить новые там пункты, вернули в парламент. Парламент правительства Курдистана закон приняли, отправили президент подтверждал, значит уже закон с этого месяца действует и уже работают. Много чего сделали именно по этому закону. В этом законе очень как бы четко отмечено по поводу сокращения бюджета Иракского Курдистана, имею в виду бюджет министерства, бюджет расходы на вещи, которые, наверное, не нужны были. Там есть, конечно, реформ в структуре министерства, правительства. И вот именно по этому вопросу также есть по поводу единого бухгалтерской системы при министерстве пешмерга. Спасибо большое, Донар Мустафа, Мурас Аджоев, Юрий Набиев. Есть что добавить? Ну, я К вопросу о том, когда будет единая армия пешмерга, добавить нечего, потому что, я не знаю, может быть, через 6 месяцев действительно уже будет в рамках реформы это сделано, но я согласен с Юрой в том, что надо все-таки отдельным законом, вот вопрос о пешмерга отдельным законом, не в рамках реформ, а отдельным законом и о том, что другие все вооруженные формирования должны быть объявлены вне закона. Вы знаете, парламент Курдистана, особенно комиссия Демократической партии Курдистана в парламенте, или коллекция Демократической партии Курдистана в парламенте, очень серьезно намерены. Это большинство, можно сказать, что большинство голосов в парламенте очень серьезно намерены, настроены для того, чтобы серьезные реформы сделать в Курдистане. Один из них именно в сфере единой армии, при министерстве пешмерга. Поэтому я думаю, что очень много чего меняется при этом кабинете.
Ну что ж, я хочу как бы в завершении нашей вот сегодня, я думаю, интересная беседа у нас получилась. Значит, еще раз вот эту мысль высказать, что да, там в Южном Курдистане очень много проблем, мы их видим, мы тоже сопереживаем, и сегодняшний вот наш разговор и Мураза, и, наверное, мой свидетельство о том, что мы переживаем, есть у нас какие-то свои соображения в этом вопросе, но несмотря на все недостатки, на все вот проблемы, которые в Южном Курдистане, это для курдского народа, вот этот очаг, он критически важен. Важно его сохранить, важно его помогать ему, а не создавать для него проблемы. И это важно и для внешнего мира, чтобы весь мир понял и увидел, что созрели для того, чтобы самим собой строить свою жизнь, самим собой управлять. И как мы вот сегодня тоже у нас прозвучало, мы будем ждать вот, значит, комментариев и предложений наших зрителей по, какие темы будут вам интересны. У нас запланировано целый ряд тем, значит, на ближайшее будущее. И хотелось бы, чтобы вот эта связь наша с нашими зрителями, она была бы более крепкой в этом отношении. Я хочу поблагодарить и Мураза, моего старинного друга, и моего молодого друга Данара Мустафу за то, что они согласились принять участие вот в нашей первой передаче. Наверное, это тоже какая-то историческая, да, веха, что именно в первой передаче вот мы приняли участие. Спасибо вам огромное. Может быть, там что-то было недосказано, но, естественно, там эта тема такая обширная, такая большая, что, наверное, и несколько, значит, вот таких передач не хватит, чтобы все вот это охватить. Но, тем не менее, по мере там развития ситуации мы будем, наверное, возвращаться к этой теме, к теме вот Южного Курдистана. Спасибо вам еще раз. Маруф, тебе И последний. вам спасибо. Удачи. Я тоже благодарю. Огромное спасибо за участие, уважаемый Мураз Аджоев, Данар Мустафа. Мы прощаемся, но прощаемся не навсегда. И спасибо зрителям. Да, Всем за удачи. терпение. Да. Да, спасибо вам. На самом деле, да, очень интересный этот вопрос здесь сегодня трогали. Но есть еще вопросы, которые жизненно важны для всего курдского народа. Мы здесь сегодня не могли, может быть, связано с временем, может быть, связано с другими причинами, связано с другими причинами, но я уверен, что и в будущее это тронете и обсуждаете. Мы будем следить за вашу программу. Конечно, ваш совет для правительства Курдистана очень важен. Вы же знаете, правительство Курдистана до сих пор как бы это молодой автономии, и до сих пор нету как бы суверенитета, независимости нету, но это не мечта, это сон на самом деле, поэтому, возможно, выполняется не сегодня, но завтра в будущее. Будущее Иракского Курдистана не только зависит от населения Иракского Курдистана, но зависит от опыта и от совета всего курдского народа в мире, где бы они ни были. Мы понимаем и знаем советские курды по причине или по того, что они жили при Советском Союзе, они жили с многими народами, проживающими на территории Советского Союза, накопили или осознали, набрали очень много опыта, очень много знания. Это всегда можно как бы как Влас Иракского Курдистана говорю, это можно получить от них и использовать для развития Иракского Курдистана в будущем. Мы гордимся и спасибо вам. Спасибо, дорогой Данар. А вы, уважаемые, прошу быть активными, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, с большим удовольствием ответить на них. До скорой встречи. До свидания. До свидания. До свидания.